Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Это программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. В Алдане радостные события. Жителей лично поздравил глава республики в ходе визита в Южную Якутию. Вакцинация против гриппа. По республике стартовала традиционная осенняя профилактическая кампания. Выборы 2021, идет активная подготовка к единому дню голосования. ЦИК позаботится обо всех ковидных мерах. Торжественная церемония в Ленске. Храм Николая Чудотворца осветил архиепископ якутский Ленский владыка Роман. Парк будущих поколений. В Якутске будет реализован большой проект. Соглашение подписано. Глава республики Айсен Николаев сегодня работал в Алдане. Визит был приурочен к нескольким знаменательным событиям. Прежде всего, это присвоение Алдану почетного звания «Город трудовой доблести» и введение в строй спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном под названием «Энергетик». Репортаж коллег из Южной Якутии. Историческое событие, которое уже вписано в летопись Алдана и Якутии, получение первенцем промышленности республики статуса города трудовой доблести, можно по праву считать заслугой всех якутян. Инициативу алданцев поддержали по всей республике, и сегодня на торжественном мероприятии по данному случаю глава Якутии Айсен Николаев вручил мэру города Алдана Александру Бугаю соответствующий указ, подписанный президентом страны. Уважаемый Айсен Сергеевич, огромная благодарность вам от всех жителей города, района, за то, что вы поддержали наш почин. Это была кропотливая работа, но алданцы заслужили этого. И сегодня мы получили это достойное звание, которым мы вправе гордиться. И самое главное, отдать дань памяти нашему старшему поколению за их трудовой подвиг. Перед началом торжественного собрания глава республики возложил цветы к обелиску тружеников тыла, который расположен на территории мемориального комплекса Победы. Делегация почтила минутой молчания память героев Великой Отечественной войны и 7 героев Советского Союза, чьими именами славен Алдан. Я считаю, что это выдающееся событие произошло, и оно, конечно же, даст импульс развитию Алдана. Я уверен, что, знаете, многие же спрашивают, а что нам за это дадут, тогда это. Ну, это немножко материально, так, а есть же вещи очень важные в духовном смысле. Вот что дает звание город-герой, например, да. Вот, но все же жители городов-героев нашей страны гордятся тем, что они стали городами-героями в годы Великой Отечественной войны. То же самое будет и с городами, уверен, трудовой доблести, потому что это те города, которые на самом деле, благодаря труду людей, которые в них жили, работали, была выкована наша великая победа в Великой Отечественной войне. В этот рабочий день состоялось еще одно радостное событие. Айсен Николаев ввел в строй спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» с плавательным бассейном. В обновленном комплексе современные тренажерные и спортивные залы, новый инвентарь. Завершение реконструкции алданцы ждали 10 лет. После очень долгого перерыва, свыше 10 лет, спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» полностью перестроенный, уже с новыми помещениями, так, открывает сегодня свои двери. Это тоже очень символично. Вот. Я сам там был, посмотрел. Дети уже начнут заниматься в спортивных залах буквально вот в эти дни. Бассейн после настройки оборудования тоже, я надеюсь, что уже до конца сентября заработает. Как подчеркнул Айсен Николаев, обращаясь к активу района, Алдан – это золотой венец Якутии, а сплоченность его жителей позволяет рассчитывать на новые свершения и социально-экономическое развитие района. Руслан Павлов, Георгий Баранов, город трудовой доблести, Алдан. За минувшие сутки в республике выявлено 155 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них в Якутске 91 случая, в Мирнинском и Вилюйском районах по 5, по 4 выявили в Аллаиховском, Верхоянском, Нерюнгринском, Среднеколымском районах. Еще в 21 районе зафиксировано от 1 до 3 заболевших. Данные вы видите на своих экранах. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент медики призывают всех тех, кто осуществил вакцинацию менее 6 месяцев назад, соответственно, пройти ревакцинацию. Для этого медицинские организации на настоящий момент готовы.
то сегодня практически все медицинское сообщество в целом и ученые отмечают тот факт, что непосредственно вирус, который находится сегодня на территории в целом страны, он стал более агрессивный и требует в обязательном порядке ревакцинирования. В связи с этим приглашаем наше учреждение здравоохранения для ревакцинации, а также приглашаем подать заявки тех, кто уже, медицинские организации осуществляют выезд, тех, кто уже непосредственно у нас провакцинировался в январе-феврале месяце. Тем временем в Якутии началась вакцинация против гриппа. Она проводится ежегодно в осенний сезон перед выраженным подъемом и пиком заболевания. По сообщению регионального Роспотребнадзора, в республике против гриппа по плану должны вакцинироваться 580 тысяч граждан. Это 60% от всего населения региона. Все подробности у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Только детей вакциной против гриппа охватят более 200 тысяч в целом по республике. В регион уже поступило 165 тысяч доз вакцины. Это первый транш. Из них 52 тысячи предназначено для детского населения. По итогам оперативного мониторинга в сентябре наблюдается рост заболеваемости ОРВИ негриппозной этиологии, что характерно для этого периода времени. Всего к эпидсезону 21-22 планируется привить 60% от населения республики, а в группах риска 75%. В группу риска входят прежде всего дети, беременные, студенты, работники медицины, образования, социальных учреждений, люди с хроническими заболеваниями и лица старше 60 лет. Вакцинация против гриппа входит в национальный календарь профилактических прививок, и для населения она проводится абсолютно бесплатно. В детской службе при поликлинике номер 1 столицы в этом году планируют привить более 20 тысяч детей от 6 месяцев и до 18 лет. Начали вакцинировать 6 сентября. Мы получили вакцину недавно и буквально за первую неделю привили уже более 1500 детей. Вакцинация проводится в нашем отделении, а также вакцинация проводится бригадами, состоящими из врача и медицинской сестры, которые проходят вакцинацию в школе, в детском дошкольном учреждении. В этом году здесь прививают вакциной Ультрикс Квадри. Она предназначена как для детского, так и взрослого населения и защищает от 4 актуальных штаммов вируса гриппа. 2 типов вируса А и 2 вирусов гриппа Б. Такой состав рекомендован в нынешнем эпидсезоне Всемирной организации здравоохранения. Сегодня мы работаем с вакциной Ультрикс Квадри. Это вакцина 6-месячного возраста, абсолютно безопасна для детей. С 6-месячного возраста до 3 лет она проводится двукратно в половинной дозе. Сначала дозу и через 4 недели вторую половиночку дозы. Старше 3 лет эта вакцинация проводится уже однократно, полной дозой. Как показывает статистика, с каждым годом желающих привиться против гриппа становится все больше. В прошлом году, к примеру, здесь выстраивалась живая очередь из детей и родителей. В этом году желающих также много. Конечно, соглашаюсь, чтобы не болеть гриппом. Ну, то есть вы не против того, да, чтобы каждый год ребенка прививали? Нет, не против. А ставят обычно где у вас? В садике ставят. Серьезных осложнений после получения противогриппозной вакцины ни у взрослых, ни у детей также не регистрируется. У восприимчивых людей могут появиться легкие симптомы, например, слабость, как реакция на введение вакцины, которые могут присутствовать до 3 дней, или же температура не выше 38 градусов. Ульяна Шагина, Артем Алексеев, Якутск. Министерство экологии республики объявляет о проведении повторной жеребьевки с использованием генератора случайных чисел по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которых устанавливается лимит их добычи. Это кроме дикого северного оленя и соболя. 15 сентября этого года с 10 часов утра будет вестись прямая трансляция жеребьевки на официальном сайте Минэкологии региона. А результаты появятся в течение 1 рабочего дня после проведения жеребьевки на том же сайте. Подготовка к отопительному сезону идет в штатном режиме. В настоящее время процент подготовки объектов по республике составляет 99%. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. Также на сегодня по республике тепло подано в 99% жилого фонда и образовательные учреждения.
Тем временем продолжается и навигация этого года. По завозу топливно-энергетических ресурсов отгружено 427 тысяч тонн. При возникновении вопросов со стороны населения, связанных с предоставлением некачественных услуг, связанных с теплоснабжением, просьба жителям обращаться непосредственно в управляющие компании, ТСЖ, ЕДДС, а также в случае непринятия мер со стороны управляющих организаций в части теплоснабжения, просьба обращаться в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также Управление Госстройжилнадзора для принятия соответствующих мер. Переходим к другим темам. Якутия готова к выборам. В Центре избиркоме рассказали о готовности региональной избирательной комиссии к предстоящему единому дню голосования. Ключевое внимание уделено санитарным мерам. В первую очередь средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, индивидуальная ручка будут выдаваться каждому избирателю. На входе всем будут измерять температуру тела, в каждом участке будут санитайзеры, на полу специальные разметки для обозначения необходимой дистанции. На сегодня привито более 75% членов участковых, территориальных и центральной избирательной комиссии. Безопасность будет заключаться не только в медицинском плане, но и в вопросах сохранения всей избирательной документации. Для этого будет осуществлено на всех избирательных участках либо видеонаблюдение, либо фиксация видеонаблюдения. Ну и один из серьезных моментов, то, что во всех участках будут работать наши правоохранительные органы. Они приступят уже к тому, чтобы охранять всю нашу документацию с 15 числа. То есть, уважаемые товарищи, наши выборы состоятся реально, никаких нарушений не будет. Ваша задача прийти и проголосовать за достойного кандидата в депутаты Государственной Думы и за ту партию, которую вы выберете. Центр общественного наблюдения впервые распахнет свои двери в Якутске. Там будут находиться юридическая и мониторинговая группы и СМИ. За происходящим на избирательных участках одновременно могут наблюдать 70 человек с соблюдением всех мер санитарно-гигиенической безопасности. Центр откроется 16 сентября в преддверии голосования. Такие центры будут работать в каждом регионе России на площадках общественных штабов по наблюдению за выборами. Они позволят организовать квалифицированное видеонаблюдение, в котором могут принять участие все заинтересованные лица. Общественная палата республики подготовила более 2000 общественных наблюдателей за выборами в этом году. В 2025 году в Якутске появится парк будущих поколений. Сегодня состоялось торжественное мероприятие подписания соглашения между представителями Целевого фонда будущих поколений республики, а также инвестиционно-строительной фирмой под названием «Дирекция по строительству». Стратегический парк будущих поколений республики реализуется по поручению главы Якутии Айсена Николаева. Это будет первое круглогодичное открытое пространство, учитывающее климатические особенности Якутии. Было принято решение сделать такой молодежный центр, в котором дети, молодежь могли бы развиваться всесторонне. Да? И, соответственно, поскольку наше название «Целевой фонд будущего поколения», мы ориентированы на развитие именно подрастающего поколения, да? И, соответственно, этот парк, мы увидели, что такая целевая аудитория – это именно дети и молодежь, да, которые преимущественно будут пользоваться услугами этого парка, да, то мы и решили назвать этот парк будущего поколения. Нерюнгри, один из самых зеленых городов Якутии, продолжает традицию высадки деревьев, рассказывает Тамара Игнатьева. Главой города Леонидом Олейником было принято принципиальное решение. За каждое вырубленное дерево предприниматель должен посадить как минимум 3 саженца, где укажет городская администрация. Объектом озеленения был выбран новый сквер, который появился в районе школы номер 2 благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. Схема, она, значит, вот у нас накапливалась. К осени мы набрали уже достаточное количество людей, которые могли бы, значит, уже, скажем так, да, вот вернуть то, что вот они порушили. И в этот день мы провели такую вот замечательную акцию, которая, конечно же, в первую очередь является мероприятием по национальному проекту по комфортной городской среде. Вот. И
соответственно, значит, ну и решает наши задачи по озеленению города. В сквере было посажено 50 саженцев рябины, черемухи, боярышника и клена. Сажать деревья пришли целыми семьями. Приняв участие в высадке саженцев, многодетная семья Караевых внесла свой вклад в экологию города. Шли всей семьей, полным составом. Пока что 5 деревьев посадили. Ну, на этом не остановимся. Как пришли, то что надо сажать деревья тоже, чтобы природа наша дышала. Отрадно, что к посадке деревьев активно включилась и детвора, которая гуляла в сквере. Следуя примеру старших, ребята с радостью вовлекались в процесс. Мне понравилось поливать и высаживать деревья. Я бы еще хотел посадить деревья, но я их только лил. Это наш родной сквер, мы в нем гуляем, а сейчас еще будем ухаживать за деревьями. Вот мы будем смотреть, как они вырастут. Как показала практика, данная экологическая акция имеет и поучительный эффект для подрастающего поколения. Поэтому нет сомнения, что посадка деревьев для нерюнгринцев станет доброй семейной традицией. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерингри. Представители компании «Алроса» прибыли в Нюрбу из Мирнинского района для проведения акции под названием «Оберегай». Специалисты провели лекцию на тему экологической сознательности подрастающего поколения, сохранения водных ресурсов, бережного отношения к природе, рассказали, насколько компания «Алроса» уделяет большое внимание сохранению экологии. Также в школе номер 2 в Нюрбе вручили экспресс-лабораторию «Пчелка-У». Для проведения анализов на воде без внимания не остались и дети. От лица компании им вручили памятные подарки и сувениры. А завершился день совместной уборкой на территории ближайшей водоохранной зоны реки Вилюй. Акция называется «Оберегай природу». Она проводится в рамках реализации программы социально-экологических мероприятий компании «Алроса». Каждый год компания «Алроса» выделяет количество определенных средств. Мы проводим акции, направленные на профориентацию, направленные на просвещение по поводу части экологии. В рамках сегодняшней акции в городе Нюрбе у нас, получается, запланирована была небольшая лекция в части экологии. Потом мы подарили лабораторию «Пчелка» этой же школе для проведения разных экспериментов. И сейчас мы проводим субботник, направленный на уборку охранной территории. Новый бесплатный формат дополнительного образования для детей с 11 до 18 лет уже не первый год обучает школьников различным наукам. О том, какой интерес для современных детей может представлять геодезия или физика, выяснила Надежда Саханская. Кванториум не просто слово. Это целый технопарк, в котором детей обучают по 9 различным направлениям. С началом нового учебного года этот образовательный центр также открыл свои двери для школьников. У нас дети получают знания по аддитивным технологиям. Это у нас получается 3D-принтера, 3D-моделирование и прототипирование, лазерные и фрезерные технологии. То есть это уже более промышленная компетентность. Также занимается электроникой. Электроника у нас подразумевается сборка Arduino, а также пайка, распайка проводов и ручная работа. С какого возраста к вам приходят дети? Мы принимаем детей с 5 по 11 класс. Здесь, в Кванториуме, каждый ученик может создать проект по своему направлению. Разработки курируют опытные наставники, а командная работа только приветствуется. Воздух в Кванториуме пропитан знаниями. Здесь даже самые смелые идеи воплощаются в реальность. Например, в классе Energy Quantum дети занимаются задачами, связанными с энергетикой. Например, трудятся над этой машиной, которая передвигается на водородном топливе, чтобы она ехала дольше и быстрее. Ну а в данный момент вообще дети занимаются разработкой этого гибридного электрогенератора, который в скором времени отправится на конкурс, и надеемся, что он там займет не последнее место. Дети разработали проект гибридного электрогенератора, который будет находиться условно в лесу, в избушке, и у него будет 3 источника тока. Да, то есть 3 источника тока – это солнечные панели, биотопливо и водородный генератор. И в зависимости от условий, да, то есть, допустим, днем у нас солнечные панели будут работать, да, то есть и накапливать энергию, аккумулировать ее. Да, то есть, и если энергии будет достаточно, то биотопливо и водородный генератор работать не будет. Да, то есть все это будет у нас контролироваться через программу Arduino.
А это только 2 направления из всех 9, и дальше больше. Например, на занятиях в геоквантуме дети обучаются картографии. В аэроквантуме учатся программировать и пилотировать автопилот. И такие науки уж точно не захочется постигать дистанционно. И вот кванториум на примере только лишь 2 классов показывает, какими интересными могут быть технические науки. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске храм Николая Чудотворца осветил архиепископ якутский Ленский Роман. Этот храм был перенесен в микрорайон Алроса с бывшей территории колонии особого режима еще 2 года назад, но пока не работал из-за отсутствия священника. На торжественной церемонии открытия побывала Анна Кожевникова. Сменил прописку. Храм Николая Чудотворца, некогда построенный на территории колонии особого режима, после ее расформирования остался сиротой. Но его не бросили на произвол судьбы. Он обрел новую жизнь в микрорайоне Алроса. Нарядно и празднично в этот день, день освящения храма, выглядело все и внутри святилища, и около него. Словно сама осень принарядила природу для торжества. Значимое событие для христиан Ленска состоялось в минувшую субботу. Архиепископ якутский Ленский Роман прибыл для освящения новой церкви. Построение этого храма есть еще и восстановление некоторой исторической справедливости, потому как в Мухтуе существовал храм в честь святителя Николая. Этот храм построен людьми, всем миром, о чем мы и свидетельствуем, и радуемся. И действительно, это результат общих усилий. Настоятель храма, святителя Иннокентия Московского, отец Анатолий, совместно с руководством города нашли возможность и место для переноса церкви. А в разборке и сборке строения приняли участие сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Стройтрансгаз». Теперь у жителей отдаленных микрорайонов Алроса и Разведчик появилось новое место для богослужений. Много жителей и детей все чаще будут. У нас, как сказать, далеко все-таки до города, и автобусы плохо ходят. Конечно, это вообще рядышком, когда все храм, все это очень прекрасно. Вот сегодня приехал архиерей, будет освящение, это большой праздник для нас, для всех. Пока храм работает только по выходным дням из-за отсутствия священника. По субботам проводится утренняя литургия. В течение дня здесь будет находиться дежурный. Все верующие могут приходить молиться и ставить свечи. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Степаниде Артахиновой вручили медаль ордена за заслуги перед Отечеством 1-й степени за успешное выступление на Паралимпиаде. Церемония награждения прошла в Кремле. Якутская лучница по радостному совпадению сегодня отмечает свой день рождения. Таковы итоги дня сегодня. Смотрите Якутию 24. Будьте всегда в курсе.